Слушаю вас. Я опоздала. Куда опоздали? На экзамен опоздала. Экзамен у нас в 9, а сейчас 11. Что вы хотите? Сдавать. Ах, сдавать! Ну что, сейчас мы создадим для вас специальную комиссию. Вызовем профессоров, доцентов. Уж сдавать так с музыкой. Перестаньте реветь. Идите домой, годик поработайте, в будущем году не опаздывайте. Выдайте товарищу документ. Как фамилия ваша? Малютина. Вот, выдайте Малютиной. Простите, как фамилия? Малютина. Малютина. А где ваш папа работает? В министерстве. Ну так еще же расстраиваться, девушка. Ну, опоздали на час-другой, а с кем не случается. Садитесь, пожалуйста, садитесь. По-моему, экзамен начали раньше немного. Да, безобразие. Выясните, кто может сейчас принять экзамен у товарища Малютиной. Хорошо. Спасибо большое. Можно я позвоню папе, а то он очень волнуется. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте я вам наберу номер. Телефон 133. Телефон вашего отца? Я знаю очень хорошо. Простите, как вы сказали, 133? Да. А, домашний. Нет, это не домашний, это служебный. У нас дома нет телефона. Простите, как дома нет телефона? А кто ваш папа? В каком министерстве он работает? В Министерстве местной промышленности, бухгалтером. Знаете что, барышня? Опоздание... Нет, ну можно опоздать, конечно, но не на 3 же часа. Знаете, сударыня, что значит опоздать на Комиссия экзамен? в сборе, можно сдавать. Что сдавать? Кому сдавать? Я дал указание возвратить абитуриентке документы. Где они? Немедленно принесите. А вы, барышня, знаете, нехорошо. Нехорошо прикрываться фамилией такого уважаемого человека. Вы что думаете, здесь готовы любой ваш каприз выполнить только потому, что вы однофамилица нашего заместителя министра? Я не однофамилица, он мой дядя. Кто дядя? Какой дядя? Родной. Ну, родная вы моя. Вот, документы. Какие документы? Я просил созвать комиссию. Ну, хаба забрать. Идет. Ну что ты? Приказано немедленно принять. А в следующий раз не начинайте экзамен, пока не соберутся все родные и близкие. И знакомые. И знакомые.